Первая неделя Шаляпинского фестиваля завершилась триумфальным «Риголетто». Именно на этот спектакль многие зрители пришли ради персон. В партии Джильды блистала Альбина Шагимуратова, в роли Риголетто Борис Стаценко. Кстати, оперная дива Альбина Шагимуратова прилетела из Италии на сутки, чтобы выступить на родной сцене на Шаляпинском фестивале. Альбина Салгараева до начала спектакля заглянула за кулисы. Всмотреться в декорации детально из зрительного зала удается редко. Сейчас у нас есть такая уникальная возможность перед началом спектакля. На сцене антураж монументальный. Он возвращает нас в эпоху Возрождения. Скульптуры, колонны, рельефы, мозаика. Декорации как бы подыгрывают, аккомпанируют основному действию. А действо грандиозное. «Риголетто» во время Шаляпинского фестиваля радует любителей оперы ежегодно. Напомним, что в основе либретто оперы драма Виктора Гюго «Король забавляется». У режиссера-постановщика Михаила Панджавидзе герцог и Риголетто противопоставлены. Развращенный герцог – раб своих страстей, Риголетто – раб своей озлобленности. Но у последнего есть Джильда. В роли Джильды Альбина Шагимуратова. Она буквально на сутки приехала из Италии, чтобы выступить на родном фестивале. В эти дни казанская прима солирует на сцене всемирно известного театра «Ла Скала» в партии Лючия в опере «Лючия де ла Мермур». Альбина Шагимуратова стала первой русской, которая исполнила эту партию на этой сцене. Они же итальянцы, они же эмоционально, они высказывают свои эмоции. Это открыто. Если им не нравится спектакль, они кричат «бу», и они закидывают помидорами. Да. Поэтому страшно в этом театре петь. В конце спектакля зал встал. Мистер Леснер говорит: Альбина, я вот сколько работаю директором этого театра, чтобы зал встал и стоя аплодировал. У нас это редко очень бывает. Зрители назвали «Риголетто» пока лучшим фестивальным спектаклем сезона. Публика горячо приняла оперу. Аплодисменты раздавались после каждой арии. Красота, цвета, света, музыки. Это воспитывает душу. Очень люблю «Риголетто», очень. То есть, да, где-то уже во второй половине я уже с трудом сдерживаю слезы. Напомним, что Шаляпинский фестиваль продолжится до 18 февраля. Завершится грандиозным гала-концертом. Сейчас публика в ожидании Евгения Онегина. Его на сцене оперного дают завтра. Традиционно в день рождения Федора Шаляпина, а это 13 февраля, покажут оперу «Борис Годунов». Когда-то сам великий Федор Иванович блистал в роли царя Бориса. Альбина Салгараева, Андрей Ключников, столица.